Здравствуйте, друзья! В эфире Первый революционный канал. И у меня сегодня в гостях премьер-министр Республики Ичкерия Закаев Ахмед Халидович. Здравствуйте, Ахмед Халидович. Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте. В 93 году я увидел людей в Волгограде, которые рассказывали о очень нехороших делах по отношению к русскоязычному населению. Вот я хотел бы с такого достаточно некомплиментарного вопроса к вам начать. Как вы считаете, почему это произошло? И нам объясняли по телевизору, что чеченцы вот такие вот люди. Тогда объясняли, что чеченцы такие вот злые люди. Сейчас так не говорят. Вы сами, в принципе, и ответили на вопрос, который вы поставили передо мной, почему и что произошло вот в те годы, когда рассказывают о том, что в период, такой перестроечный период, когда по всему Советскому Союзу прошли такие массовые мероприятия, да, республики провозглашали декларацию о независимости, и вот в этот такой смутный предреволюционный или революционный период происходили какие-то негативные события или преступления совершались по отношению к русскоязычному населению в Чеченской республике. Дело в том, что это была исключительно пропаганда. Я уверяю вас, Анатолий, абсолютно без каких-либо переживаний, если вы встретитесь с русскими, которые жили в тот период в Чеченской республике или в Чечено-Ингушской республике, я не говорю тот обостренный момент после 60-е годы, когда было принято решение, после смерти Сталина было принято решение возвратить чеченцев и ингушей на исконные родину, в Чечню и Ингушетию. Дома были заняты, естественно, там возникала какая-то конфликтная ситуация. Вот тогда были какие-то моменты и столкновения на национальном, или их назвать межнациональных, да, но это было опять-таки не межнациональное, это было непродуманное действие политики, отсутствие какой-либо политики правящих режимов, советского режима. Ну а в последующем уже, вот с моего возраста, я 59-го года рождения, я в 66-м пошел в школу, после этого закончил школу, переехал жить в Грозный, учился в Грозном. Вот то, что чеченцы были ущемлены, вот это я захватил. Чеченцев не прописывали в родном городе Грозном. Вот когда мое детство, я вспомню, когда мы из Усмартана с моим одним школьным другом, мы приезжали в Грозный, садились в общественный транспорт. Естественно, нам на чеченском языке было легче общаться, чем на русском языке. Русский язык все-таки это был для нас второй язык. И когда мы начинали и заговаривали, нас били подзатыльниками русские бабули или женщины и говорили: разговаривайте. Они говорили: разговаривайте не на русском языке. Они говорили подчеркнуто: разговаривайте на человеческом языке. То есть тот язык, на котором мы общались, он считался для них нечеловеческим. Вот были такие моменты, но уже в процессе последующем, да, я могу заверить вас, что никакого геноцида, русского геноцида на территории Чечни или Чечено-Ингушетии не было. Более того, наше руководство, вот начиная уже с Джохара Дудаева, мы всегда апеллировали к международным институтам, и сейчас мы подали в Международный трибунал Гаагу, подали материалы по поводу с тем, что произошло в Чечне. Мы готовы предстать перед судом, перед международным судом, перед нашими судами и нести ответственность вот за те процессы, если они были или имели место. Да, я не берусь утверждать, что не было каких-то бытовых конфликтов, которые бывают и в Волгоградской области даже между русскими и между даже националистами, скажем так. И в Чечне, да, были бытовые конфликты не только с русскими, но могли быть и между чеченцами. То есть не могли быть, а были между ингушами, между чеченцами и ингушами. Но такого открытого, явного характера национального, этнического преследования или преследования по этническому признаку, этого в Чечне не было никогда. Недавно я раньше знал, что в Чечне пытают.
что нарушаются права людей. Но недавно увидел съемки, как, извините, на бутылки стали сажать. Вы были министром культуры. Скажите, я никогда раньше не слышал, но неужели это действительно в культуре чеченского народа, или, может быть, не знаю как, почему нужно сажать людей на бутылки? Анатолий, конечно, это не имеет никакого отношения к чеченской культуре. Это, скорее всего, имеет отношение к культуре путинской России. Я хочу, чтобы мы разделяли кадыровскую Чечню и путинскую Россию. Есть путинская Россия и есть Россия. Есть кадыровская Чечня и есть Чечня. И в данном случае вот то, что мы увидели, и то, что возмутило всех людей доброй воли, вот эти кадры самоистязания молодого там юнца, несовершеннолетнего, на мой взгляд, это не чуть ли 15-16 лет ребенок, когда он, раскаиваясь в том, что он подверг критике там ближайшее окружение Кадырова и самого Кадырова, и он избрал для себя как метод наказания вот эту форму, этот формат. Нет, конечно, это никакое отношение к чеченской культуре это не имеет. Это, скорее всего, попытка Путина внести через Кадырова, внести элемент путинской России в культуру чеченского народа. Ну, вы, как образованный человек, вы знаете, что это методы НКВД, они использовали именно вот этот метод сажания на бутылок и прочее. А вот в отношениях Путина и Кадырова, конечно, вот сложно разобраться вообще. Если исходить из тех законов, которые подписывает Путин, допустим, гей-пропаганда, да, ЛГБТ, за пропаганду нужно сажать людей. Мне кажется, вот поведение Кадырова и Путина, они должны быть привлечены к уголовной ответственности за гей-пропаганду в соответствии с теми законами, которые подписал Путин. Если вы видели их фотографии, какие нежности и что вообще, совершенно непонятно в любом случае для многих людей, это оставляет или вызывает вопросы, что такое и какие у них взаимоотношения. И поэтому я думаю, что вот эти два человека пытаются внести какие-то новые, не присущие нашим народам, и русскому народу, и чеченскому народу, элементы собственной такой извращенной формы или взаимоотношения между людьми. Другого объяснения у меня этому нет, Анатолий. Я хотел бы продемонстрировать вам сейчас свой экран. У меня есть фотография, где Рамзан Кадыров, ну как обезьянка, висит на каком-то мужчине. Да, и сейчас для наших зрителей, извините, покажу, а то уже я им не показал. Вот такая вот фотография. Кадыров на руках какого-то мужчины. Сейчас, секундочку, я уберу, как бы сделать это, не запутавшись во всех этих, как вы говорите правильно, папках. Но это же не мы его с вами на руки этому мужчине определили, правильно? Алло. В обнимку с Путиным у него есть фотография, она очень... Нету, да? Нет, я с Путиным не брал, ее знают все. У нас же в России скажут, что Путин считает его за сына, наверное, обнимает как бы отеческую любовь, скорее всего так. Ну, я думаю, что Путин в этом смысле немного должен быть осторожным, потому что с отцами, вот это тоже из путинской России культурный элемент культуры Павлика Морозова, помните нам со школы, может вы молоды, может вы еще и не помните, вы не захватили этот период или захватили, наверное, да? Захватил, да, Павлик Морозов герой, папу собственного сдал, конечно же, герой да, НКВД, да, герой НКВД. НКВД, и поэтому мне кажется, Путин должен быть очень осторожным, называя его своим сынком, потому что своего родного отца Рамзан Кадыров очень точно сдал, как Павлик Морозов в свое время. Абсолютно точно. И он знает, кто убил его отца, он знает, как это происходило. Он являлся, в принципе, частью этой операции по ликвидации Кадырова-старшего.
Это уже доказанный факт. Поэтому я думаю, что Путин, если даже его называет своим сынком, но при этом думает, так у себя в голове думает, что немного нужно быть, держать ухи навостро с этим сынком-то. Если найдется тот, который объявится, тот, который может принести больше какой-то пользы, личной выгоды для Кадырова, он может продать и второго отца. Предавший раз, предаст второй раз. Есть такая поговорка у России, да? Есть такая В русском поговорка. языке. Вы Да. знаете, я всегда считал, что убил ли Ахмада Хаджи Кадырова российские спецслужбы. А когда после взрыва, где погиб старший Кадыров, через какое-то время нам показали, что в Москву привезли на самолете младшего Кадырова, он был в спортивном костюме, напуганный, и его Путин вывел за руку. Вот. И у меня сложилось впечатление, что он где-то, наверное, прятался, раз он был в спортивном костюме, откуда-то его притащили. Я не думал до вот этого момента, вот несколько секунд назад вы мне сказали, что считаете, что Кадыров был причастен сам, Кадыров-младший был причастен сам к убийству отца. Я вот не знаю, хотя в российской истории часто же такое случалось. Мы же знаем это императора даже, Александра Первого, который, кстати, и покорял-то чеченцев-то, вот, который собственного папу-то убил. И ему во всем мире-то тыкали. Чего ж ты, он любил очень по конференциям заграничным ездить, как Владимир Путин, кстати. И когда он ездил на заграничные конференции, ему тыкали просто в лицо. Чего ж ты приехал нас учить? Ты вот зачем же чеченцев там убиваешь? Это Александру Первому так говорили. Ну и Путину то же самое говорили на различных пресс-конференциях тоже. Безусловно. Знаете, Анатолий, я не хочу быть так просто голословным. Я эту историю очень хорошо знаю, потому что мы провели собственное расследование по факту убийства. Потому что убийство Кадырова, это все равно оно было совершено на территории Чеченской Республики, пусть даже подконтрольной, находящейся под юрисдикцией России. Мы проводили собственное расследование, потому что было очень важно установить, что произошло и как работает вот все это, как работает система по ликвидации невыгодных людей от путинской России. Все эти методы, которые Путин уже в последующем стал использовать по всей территории России, они были отработаны на территории Чечни, включая вот даже вот первое такое громкое убийство Кадырова, отца старшего, Кадырова Рамзана, отца Рамзана Кадырова. Как это произошло? Дело в том, что перед майскими праздниками Кадыров-старший находился в Москве со своим начальником службы безопасности. Его начальником службы безопасности старшего Кадырова являлся младший Кадыров, Рамзан Кадыров, начальник службы безопасности, запомните это. Однако Кадыров уже давно как бы разочаровался и в Путине, и в российской политике, которую они вели на Кавказе. Изначально Кадырову было обещано, что с ним подпишут федеративный договор, договор о разграничении полномочий, вся нефть и все природные ресурсы останутся под его контролем, и так бы номинально он признает юрисдикцию России на территории Чечни, а в остальных вопросах он получает такую же свободу и независимость, которую имел в свое время Шаймиев, будучи в составе Российской Федерации. Но в последующем уже, когда началась вторая военная кампания... Это вы про Татарстан сказали. Это президент Татарстана имел очень большие полномочия. Вы его сейчас привели в пример. Правильно я понимаю? Да, Кадыров рассчитывал, что он будет иметь точно такие же. Когда начиналась вторая война, он пошел на предательство, Кадыров-старший. Ему, Путиным, было обещано почти такой же статус, который имеет Шаймиев. Или я что-то не так сказал, Анатолий, я не понял. Нет, я просто не знал об этих договоренностях никогда. Да, вот естественно были такие договоренности, почему Кадыров-старший и пошел на сотрудничество, и в принципе он являлся одним из
одним из авторов начала второй военной кампании. Кадыров-старший. С 1998 года, как-то Путин был назначен директором ФСБ и председателем Совета Безопасности, Кадыров начал с ним сотрудничать. И, в принципе, к 1999 году Путину уже было обещано Кадыровым, что сопротивление будет минимальным со стороны чеченских вооруженных сил, потому что Чечня уже была разделена на двух идеологических платформах: идеологии ваххабизма и там традиционного ислама. Одну сторону представлял Кадыров, традиционный ислам, другую сторону представлял Иса Умаров, то есть Удугал Мавлади, тоже агент Иса Умаров, ну, по той информации, которая у нас есть, и по нашей доказательной базе, он тоже являлся агентом ФСБ. Они общество чеченское раскололи, и теперь нужно было вводить войска, можно было вводить войска, потому что ни в чеченских рядах вооруженных сил, ни в чеченском обществе не было того единства, которое было во время Первой войны. И Кадырову было обещано, что с ним подпишут федеративный договор, и у него статус будет приравнен вот к статусу Татарстана, и он будет иметь такую же независимость, которую имеет Шаймиев. Но в процессе войны, уже в 2002-2003, когда Кадыров вышел с предложениями, когда провели референдум, так называемый, приняли новую конституцию в составе Российской Федерации, следующий этап был подписание договора, федеративного договора. Но Кремль отказал в этом Кадырову. И, естественно, Кадыров начал бунтовать. Ну, в любом случае, во время каких-то встреч, на переговорах. И он стал очень неудобным для тех, кто находились в Чечне. И, естественно, у российских военных и вообще у русских память тоже была неплохая-то. Они все помнили Первую войну, как Кадыров призывал всех чеченцев убить по 150 русских, и будет проблема решена. Объявил джихад и призывал каждого чеченца убить 150 русских. То есть имелось в виду 150 миллионов русских и 1 миллион чеченцев. То таким образом он хотел решить проблему. Естественно, в России об этом помнили. Помнили и враги, и друзья помнили. И в этой ситуации, вот увидев вот в этом маленьком щенке кадыровском отпрыске, очень жаждущего власти, жадного до денег, до богатств, жестокого, и было решено сделать ставку на него, на младшего. И вот что произошло. Буквально за 8 числа перед парадом 9 мая, 8-го Кадыров возвращается в Чечню. Но при этом его начальник службы безопасности, он остается в Москве под предлогом того, что он хочет еще один день побыть там и отдохнуть вроде бы со своими какими-то ближайшими друзьями и родственниками. И вот вы можете себе представить, начальник службы безопасности президента, завтра такое массовое мероприятие, а массовые мероприятия, они всегда сопряжены, особенно вот людьми, вот с марионетками, которые сотрудничают или пошли на сотрудничество с агрессором, они подвержены большему риску, именно когда происходят какие-то публичные мероприятия. И безопасность должна быть обеспечена, в общем-то, на все 100-150%. А в этот день Кадыров, как бы зная, что на следующий день парад в Грозном, просит своего отца оставить его в Москве. Он его оставляет. И происходит вот то, что произошло 9 числа. Он находится в гостинице, его не из дома привезли. Кадырова привезли из гостиницы в отеле, где он находился. Оттуда его сразу привезли через полчаса, когда произошел взрыв. Его привезли, и Путин за руку, в общем, представил его, что вот теперь он будет главный в Чечне. Хотя он словами это не сказал, но всем дал понять. Неважно, какой у него умственный уклад, какой у него внешний вид, что он дебил, не дебил, как он выглядит. Путину было все равно, он просто миру, и самое главное,
российскому обществу показал, что теперь главный в Чечне от его имени будет вот этот отпрыск старшего Кадырова. И вы знаете методы, когда Путин сказал, он ушел непобежденный, присвоил ему звание героя, это тоже один из методов, чекистских методов, ликвидировать своих врагов и устраивать пышные похороны. Кадырову старшему устроили пышные похороны. И когда, теперь доказательная база, когда был такой сотрудник КГБ Рудник Дудаев, который тоже отвечал за безопасность на территории. Когда это все произошло, и Кадыров-младший вернулся домой, этот Рудник Дудаев доложил Кадырову-младшему, этому юридисту, что в убийстве его отца замешаны ФСБ. И он привел доказательства. Он сказал, что за день до этого самое стадион полностью был взят им под контроль. И стояла служба безопасности самого Кадырова на этом месте. Но однако потом ФСБшники пришли, ФСОшники пришли, и у них за день до этого происшествия взяли под свой контроль этот объект, сказав, что там будет не только Кадыров, но и люди федерального уровня. И они взяли это под контроль, и Рудник доказал Рамзану, что на тот момент, когда он сдавал этот объект под расписку, они проверили все с собаками, с миноискателями, и этот объект был чистым. Однако за день до, на следующий день, перед тем, как началось это мероприятие, вы знаете, установленный взрывоустановка, она была подложена именно под то сиденье, под стул, на котором должен был сидеть Кадыров. Хусейн, парламентарий так называемый, потерял голову в этот день, потому что он в этот момент взрыва он наклонился в сторону Кадырова, чтобы ему что-то сказать. И вот генерал военный, который ногу немного не так откинул в сторону Кадырова, он потерял ногу, а Хусейн Исаев потерял голову. А Кадыров лишился жизни. Да? И вот когда Рудник Дудаев рассказал об этом Рамзану, у него началась истерика. Ты провокатор, ты предатель, ты это самое, ты специально это говоришь. Русские тут ни при чем, это Басаев его взорвал. А я вам сейчас скажу, что ни у Басаева, ни у чеченского сопротивления таких возможностей точечного удара или взрыва не было. Это могло быть только у специальных структур России, или ГРУ, или ФСБ, что они использовали. И этот попытался ему сказать об этом. Но и через неделю, где-то через неделю, но Рудник Дудаев успел поделиться этой информацией, а через неделю Рудника Дудаева сожгли в вагоне правительственного, который стоял на территории правительства Чеченской Республики тогдашнего. Снаружи закрыли его вагон и подожгли. И таким образом его сожгли. То есть это единственный человек, который мог доказать, что убийство Кадырова было совершено российскими спецслужбами, его лично ликвидировал Рамзан Кадыров. И, естественно, понятно, почему. Потому что Рамзану Кадырову было невыгодно даже, чтобы кто-то мог подумать о том, что он занял его место своего отца, заблаговременно согласовав эти вопросы с российскими спецслужбами, или в частности с сегодняшним своим приемным отцом или гей-наставником. Я не знаю, кем они друг другу приходятся, это я не знаю, но что это было согласовано с Путиным, поэтому у меня нет никаких сомнений.